Всем привет! Второе утро уже здесь мы. Третий день. Спалось хорошо, нормально. Птицы поют. Безветренно, пока полный штиль. 5 часов. 5 часов 15 минут примерно сейчас время. Растопил костер. Сейчас буду варить чай. Начну с кружки чая. Я уже выпил один стакан, потом сейчас еще горячий выпью. Хлеб с маслом. Такой завтрак будет. Вечером вчера комарья так достала, пришлось даже раптор включать. Печка горячая была. Туда я поставил раптор и еще что. Вот эти спирали, не знаю, помогает или нет. Потом я уснул, одним словом. Но их вечером до хрена было. Каждым разом все больше и больше становится. Сейчас вот на улице прохладно, поэтому их нету. А вечером жара такая была. Ну что сказать. Я сегодня дальше работать. Сегодня еще по максимуму надо поработать и чуть-чуть можно расслабиться потом. Вот. Вчера забыл еще сказать, ребят, вам. Сделал такую антенну. Я не знаю сколько метров тут. Примерно метра 4, наверное. Вот антенна такая. Здесь проволока идет. Медная проволока. И волна ничего, никакую волну я не поймал. Вообще ни одной волны. И то, что вот зимой ловила, где вот я показывал, на болтик такой я ставил, антенну и ловила. Сейчас даже там не ловится. В общем, я без радио сегодня. В этом походе имею в виду. И с этой антенной я ходил по тайге так, как с удочкой. К сожалению, нигде ничего не ловит. Я не знаю, из какой антенны можно сделать потом. Из какого проволоки. Вот такие дела. Косачи такуют до сих пор. Их прекрасно слышно. Облака идут с западной стороны. Ветер сегодня поднимется, конечно. Может, завтра уже дождь будет. Я не спрашивал, уже надо было у Викторовны спросить погоду. Я когда в лес поднимался, через 3 дня, наверное, вроде как дождик показывал. В походе, в принципе, дождь нам не нужен. Тулан с котелка опять что-то поел. Так, потихоньку. Он облизывается, идет. Полная свобода у него. Сходит, съест, отдыхает, спит. Чем я кормлю, как я его кормлю, я показывать не стану. Я это уже об этом говорил. Не в комментариях много чего там пишут насчет корма, еды для собаки. Надоело это мне читать. Так что все это за кадром будет.
Он не голодает. Он сытый, довольный, свободный, гуляет вдоволь. Не на поводке сидит. Вот так. Сейчас надо проснуться. Проснуться и за работу. Сперва начну с этого угла. Поднять этот угол, чурку подложить. Потом дальше, как пойдет. Как пойдет, ребят. Непонятно. Как пойдет, это никто не знает. Будем надеяться, что все хорошо будет. А сейчас я жду горячий чай и хлеб с маслом. Аппетита такого нету, чтобы с утра, вот, скажем, тарелками есть. Это у меня чуть-чуть поработаю и аппетит нагуляем. Туланчик. Полностью дверь открыта была, сегодня ночью спал. Ни разу не вставал, чтобы подкидывать дрова. И печка теплая еще, между прочим. Печка. У меня остыла уже тут. А, вот здесь теплая, потому что чайник теплый был. Еще теплая еще. А может, угольки еще там есть. Но я не топил печку. Не топил. А, да, угольки есть. Вот вам и буржуйка, ребят. Вот вам буржуйка. Угольки есть. Вон они блестят. Всю ночь грела меня. Вот. Ничего не подкидывал. Вон они, ребят. Если с умом сделать буржуйку не хуже кирпичной, поверьте. Я уже устал, конечно, это говорить, объяснять, но это так. Это правда.
Рассказываю, ребят. В этой стороне намного хуже оказалось работать. Не так все просто. Я думал, здесь на раз-два у меня все закончится. Да ни хрена. Намного выше надо поднимать эту сторону. И здесь бревна на 10 раз хуже, в худшем состоянии. Они вообще гнилые. Совсем гнилые. Но вот утреннее солнце сюда попадает. И уже южное солнце, здесь уже все. Как бы в дождливые дни, наверное, сырость постоянно тут. Самое главное сейчас мне надо подогнать вот это бревно и затолкать. Туда поставить, но клинья, вот смолистая клинья вряд ли у меня получится. Не знаю, если с конца вот этого бревна там поднять. С двух концов-то подниму, а вот здесь в середине пока будем думать. Сейчас в первую очередь, пока данный момент у меня, я еще раз говорю, что каждую минуту избушка оседает. Потому что под этими, как сказать, что я подложу там две чурки на клиньях, вон там. И там тоже две чурки, но они в воде. И все это дело тает. Прям на глазах изба садится. Самое главное быстро все это сделать. И там уже дальше что-нибудь буду думать. Вчера я показал, как это я ставил. Ну, также я пропиливаю, подгоняю все это дело. И газку тудым. Вот. Вот видите, 20 лет прошло избе, там уже 20 лет. Вот из бревен, что осталось. Труха одна. Писали, чтобы я ничего не трогал. На мой век хватит, там туда-сюда. Ну, можно, конечно, так жить. В принципе. И так сойдет. Легко и просто. Таким людям, кто вот так одним днем живет. Я смотрю в будущее наперед. Я уже эту работу сделаю, и я уже не буду думать, что вот там у меня гнилое бревно. Но фиг с ним, гнилое бревно. Вот это от этой гнили потом может разом пойти плесень. И представляете, что такое плесень? А плесень уже, он избушку просто он сожрет. За 2 года он может сожрать полностью. И будешь не только вот эти 3 бревна менять, а придется менять 2-3 венца. Вот это у нас на первой избе, что произошло, там пришлось сколько бревен поменять. Это был напарник у меня. С Денисом-то легче, быстрее. Ну ничего. Вот это бревно тоже уже гнило. Вот эта сторона, вот, восточная сторона. Как бы меньше солнце попадает. Северо-восточная сторона. Быстрее вот этот угол гниет. Вот поболтал, отдохнул. Ну и дальше работать, ребят.